Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Английский «Ливерпуль» дома со счетом 4-0 обыграл испанскую «Барселону» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и второй раз подряд вышел в финал турнира. Первая встреча на Камп Ноу завершилась победой испанцев со счетом 3-0. В составе английской команды дублями отметились Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги. В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем противостояния между голландским «Аяксом» и английским «Тоттенхэмом». Первый матч завершился гостевой победой голландцев со счетом 1-0. Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня. Уругвайский защитник испанского «Атлетико» Диего Годин объявил о своем уходе из клуба. Об этом спортсмен заявил накануне на пресс-конференции. Ранее сообщалось, что 33-летний Годин не намерен продлевать соглашение с испанским клубом и планирует продолжить карьеру в итальянском «Интере». За мадридский клуб Годин выступает с 2010 года. Всего в майке «Атлетико» он провел 387 матчей во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 14 результативных передач. В составе клуба из Мадрида уругваец становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Дважды выигрывал Лигу Европы, а также трижды побеждал в Суперкубке УЕФА. Футболисты юношеской сборной России со счетом 1-2 проиграли команде Португалии во втором матче группового этапа чемпионата Европы и потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Ирландии. В составе победителей голы забили Гонсало Баталья и Жерсон Соуза. У россиян отличился Кирилл Щетинин. После второго матча российские футболисты занимают 4-е место в группе С, не сумев набрать ни одного очка. Лидируют венгры, набравшие 6 баллов. Далее идут команды Исландии и Португалии, имеющие по 3 очка. В заключительном матче россияне 10 мая сыграют со сборной Венгрии. Сборная Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу одержала победу над командой Национального исследовательского Нижегородского государственного университета и обеспечила себе выход в плей-офф всероссийского турнира «Мини-футбол вузы». Матч группового этапа завершился со счетом 2-0. В данный момент якутские студенты занимают второе место в своей группе, одержав 3 победы в 3 встречах. Столько же побед у сборной Московского политеха, которая опережает СВФУ по дополнительным показателям. Именно с ними якутяне сойдутся в заключительном туре групповой стадии. Встреча состоится сегодня. Баскетболисты подмосковных «Химок» на домашнем паркете обыграли Астану со счетом 94-64 во втором матче 1/4 финала плей-офф единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 19 очков. У Астаны самым точным оказался американский защитник Стивен Холт, на счету которого 15 очков. Швед стал первым игроком в лиге, который набрал 2500 очков в играх турнира. Счет серии до 3 побед стал 2-0 в пользу «Химок». Первый матч завершился со счетом 82-59. Следующая игра пройдет 10 мая на площадке Астаны. Украинский боксер Александр Усик не сможет провести бой против камерунца Карлоса Такама из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing USA. Дебютный поединок украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая в Мэриленде. Ранее Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это тем, что он решил перейти в новую для себя весовую категорию. В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед, 12 из них нокаутом и ни одного поражения. Представители абсолютного бойцовского чемпионата ищут соперника для россиянина Майырбека Тайсумова для поединка на турнире в Абу-Даби, который состоится 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Тайсумов провел последний поединок осенью прошлого года на турнире UFC в Москве. Впоследствии выяснилось, что спортсмен сдал положительный допинг-тест. Однако после разбирательства боец был оправдан и получил минимальную дисквалификацию в связи с неосторожностью. Всего на счету 30-летнего Тайсумова 27 побед и 5 поражений в ММА. Это были новости спорта. Всего доброго!